Дорогие, итак, сегодня я бы хотел поговорить о обратном послушании. Šodien es gribu parunāt par paklausību. И раньше, когда я говорил о послушании Un или citreiz, непослушании, kad es runāju par paklausību vai par то nepaklausību, мы как зачастую берем непослушание Саула. tad mēs ņemam kā piemēru Saula Ну, многие nepaklausību. об этом проповедуют. Un daudz arī par to И sludina. также Давида, его послушание. Un par Dāvida paklausību. Но, знаете, я бы не хотел эту проповедь, как, знаете, вот, или вот эту мысль, Un es negribu šo svētru vai šo domu, как, знаете, как что-то вот такое, что это обязывает прямо. to kā tādu noteikumu, kas tevī tā kā apjāzavajot, Заставляет. piespiež. То есть я хочу вам показать немножечко, дорогие, вот именно состояние сердца Un es gribu parādīt šo sirds stāvokli о послушании, par paklausību, где, знаете, можно заставить kad послушаться, var piespiest и paklausīt, человек послушается. un cilvēks Но paklausīs. внутри будет бунт. Bet iekšēji būs kurnēšana, Он это сделает. Нет, не курнешина. Это думпись. dumpis. Да, и он послушает, он сделает. Un viņš paklausīs, un viņš to Но izdarīs. он сделает в таком, знаете, отношении небрежном, холодном, таком, знаете, из злости даже. Bet viņš to izdarīs aiz tādas nevīžības, varbūt pat aiz ļaunuma Или из-за страха. vai aiz bailēm. Страха наказания. Bailēm, ka tevi sodīs. Давайте будем честными. Būsim godīgi. Сколько из нас таких христиан, которые делают из-за страха? Cik daudz no mums ir kristieši, kuri ir darījuši kādas lietas no bailēm? Задумайтесь. Iedomājieties, Вы aizdomājieties. знаете, почему зачастую дети врут? Ziniet, kādēļ bērni melo? Вы знаете, зачастую, не всегда. Bieži melo. Знаете почему? Kādēļ? Из-за страха того, что родители накажут. No bailēm, kad vecāki sodīs. Или отнимут телефон сегодня. Vai- Это самая великая кара. Atņems telefonu, un tas mūsdienās ir vislielākais sots. Или планшет. Vai planšeti? Это все. Tas ir viss. Когда Габриэль, мой сын, что-то делает не так, Kad mans dēls Gabriels dara kaut ko ne и как tā, только я говорю фразу «все, сегодня ты ничего не играешь», kad es saku šo frāzi, tu šodien vairs neko нет, nespēlēsi. почему? Nē, kāpēc? Видите, самая большая мука и наказание. Tās ir lielākās mocības, šis sots. Дать ремня – это вообще ни о чем. Ar rīksti sadot, tas ir nekas. Что, дал по попе, он потер задницу и побежал дальше. Noslaucīja dibenu un skrien tālāk. А вот на весь день или на 2 отнять телефон, планшет, компьютер, неважно, ну вы поняли. Vienu dienu vai uz vairākām dienām atņemt šīs ierīces, Это мука. tās ir mocības. Это как женщина, которая готовится рожать. Tā ir kā sieviete, kur gatavojas dzemdēt. Ну я шучу, я Tas ir joks. усугубляю просто. Es Да? visu tā sabiezinu, Драматизирую. dramatizēju, Чтобы krāsu, вы представили себе, как это им трудно. lai jūs iedomājaties to, cik viņiem ir grūti. Давайте честно скажем, вы в детстве ездили куда-то, и вам приходилось дать 16 часов, допустим, поезд там? Vai esat bērnībā kaut kur braukuši 16 stundas vilcienā pavadīt? Не, на вокзале. И сумки раскладываешь, и Статьям. спишь, и так, и сяк, с родителями на Украину ехали. Un, И я помню, это были самые Tu kaut kur uz тяжкие дни в somām моей жизни. vienkārši guli un gaidi šīs stundas, un tas bija ļoti smagi. И в следующий раз, когда планировали ехать на Украину на поезде, Un nākošais, kad mēs plānojam jau braukt ar vilcienu uz Ukrainu, я думал только об одном. es domāju tikai par vienu. Надо будет ждать или не надо? Хоть бы попались билеты, чтобы не надо ждать. Vajadzēs vai nevajadzēs gaidīt tik ilgi, kaut būtu šīs biļetes, kad varētu uzreiz Самое tikt. большое наказание – это что-то отнять надолго. Lielākais sots ir kaut ko atņemt uz ilgu laiku. Из-за этого страха Un šo baiļu dēļ многие daudzi верующие ticīgie делают только как по букве, dara tā, it kā pēc burta, но сердца там нет. bet sirds tur nav. Давайте я обращусь еще раз к этому. Просто я не буду читать, но напомню вам. Un es nelasīšu, bet jums atgādināšu. Я не знаю, почему это местописание, оно меня так сильно всегда цепляет. Es nezinu, kādēļ šī rakstvieta man tik ļoti spēcīgi aizskar. Я думаю, что потому что вот это какой-то зов Бога к нам. Jo tas ir tāds sauciens no Dieva priekš mums. Помните, Израиль приносил множество жертв Богу. Atcerieties, Izraēla tauta, viņi nesa ļoti daudz dažādus upurus Dievam В храм.
uz Скинию. templi, uz Sначала sajiešanas в Скинию, telti. да? Sākumā tā bija sajiešanas И telts. где-то в пророках Бог говорит, Un praviešos tiek teikts, и не только в пророках, но и через Моисея. un ne tikai praviešos, bet arī caur Он Mūzus, говорит, когда вы мне приносили жертвы? kad jūs man esat nesuši šos И upurus. хочется задать вопрос, Бог, Un ты tad liekas, серьезно? jautājums, Dievs, tu nopietni? Сотни тысяч скота, Tūkstošiem, сотни, миллионы tūkstošiem, тысяч miljoniem сквозь года lopu gadiem cauri было ejot, убиваемо, приносимыми tika тебе в nogalināti жертву. tev par upuri, А ты говоришь, когда вы мне приносили жертву? bet tu saki, kad jūs man esat šo Вот upuri вам nesuši. реальный пример Lūk, ir reāls того, piemērs, что по букве kad pēc burta несут, nes, а сердце bet sirds где? ir kur? Вообще в другом месте. Kaut kur citā И тут vietā. тоже само собой напрашивается местописание, где Исаия говорит. Un uzreiz ir šī rakstvieta, kur Jēzus saka, И Матфей это цитирует в Евангелии un от arī Матфея. Matejs to citē evaņģēlijā, Устами чтите, ar lūpām pagodināt, а сердцем bet sirds далеко. ir ļoti tālu. Вот так многие верующие, к сожалению, Un tā ļoti daudz я сам ticīgiem. так поступал. Un arī es pats И tā где-то еще и rīkojos. поступаю, Un наверное. vēl līdz šim brīdim varbūt Не- kādreiz rīkojos. Нельзя сказать, что нет. Es nevaru teikt, ka es Но tā я себя nedaru, ловлю на этой мысли. bet es sev Почему ķeru uz šīs domas, я это kādēļ делаю? es to daru. Потому что я люблю Jo vai es mīlu, или из-за страха? vai aiz bailēm. Вы знаете, когда я покаялся Ziniet, tad, kad es nožēloju 20 grēkus, лет назад, 20 gadus atpakaļ, был такой, знаете, как-то прям как тренд, bija tāds trends, что надо людям говорить, что если не покаешься, попадешь в ад. kad cilvēkiem ir jāsaka, ja tu nenožēlos grēkus, tu ies uz elli. И все мое понимание евангелизации, Un visa man evanģelizācijas izpratne, так меня научили в то время. tajā laikā es tā tik Но я вам iemācīju. честно скажу, это не был мой пастор. Нет, это не мой. Tas nebija mūsu mācītājs Была pirmais. другая личность, я не буду говорить, кто это. Bija cita personība. И понимаете, и вот это вот мышление того, что надо покаяться, в церковь идти, потому что в ад пойдешь. Jo šī doma, ka tev ir jānožēlo grēku un tev ir jāiet draudzē, jo tu nokļūsi ellē savādāk. Видите, и это и есть навязать страх. Un tas ir piespiest baidīties. И люди из-за страха идут в церковь, Un cilvēki no bailēm iet uz а draudzi, жизнь-то не меняется. bet dzīves, ja netiek Плюс mainītas, вдобавок еще какие-то правила. un vēl jo tam klāt pieliek vēl arī И likumus, жизнь становится, она и так никакая, а становится и еще хуже. un dzīve jau tā nav bijusi laba, un tā kļūst vēl sliktāka. До Христа страдал, Līdz Kristum es cietu, а со Христом прям в ад попал. un ar Kristu es taisni Не, ellē серьезно, я nokļuvu. слышал это. Es esmu to К dzirdējis. сожалению, это так. Diemžēl tas Потому tā что ir. приходишь в церковь, Jo tu nāc uz draudzi, то нельзя, так нельзя, to это nedrīkst, не tā одевай, то nedrīkst, to одевай, nevelc, так to не velc, смотри, tā так смотри, neskaties, tā skaties, так не ходи, так tā ходи, nestaigā, туда tā не ходи, staigā, сюда не tur ходи. nē, tur ej, То пей, то не пей. tad dzerta ne, А еще хуже, un еще vēl хуже, sliktāk. когда в церкви вмешиваются в супружескую семью, в интимную жизнь. Kad draudze jau lien iekšā laulāto intīmā dzīvē. Так делайте, так не делайте, Tā так dariet, целуйтесь, tā туда не целуйте. nedrīkst, nedariet, tur skūpstiet, tur ne, Тут трогайте, там не трогайте. О чем речь? tur pieskarieties, tur ne. И люди, помните, я вначале сказал, и это образовывает целое такое понимание, каков есть Бог. Un tas noformē šo vispār tēlu par Dievu, И потом у людей понимание Бога, ну, вообще никакое. un tad cilvēkiem šī sapratne, kāds ir īstenībā Dievs, ir pilnīgi nekāda. Отнимает, запрещает, упрекает, бьет, наказывает, мстит, еще вас посылает. Atņem, aizliedz un vēl uz elli beigās sūta. Так вот, видите, драгоценное послушание. Tātad paklausība. Вот как я... Вы знаете, Бога познать, ну, никак невозможно до конца, да? Ziniet, Dievu iepazīt līdz galam tas nav Но мне iespējams. кажется, сквозь года я начинаю его познавать по-другому. Bet gadiem ejot, man liekas, ka es sāku viņu iepazīt savādāk. Знаете, я как-то начинаю понимать его как
Не просто закон и запреты, и то можно, то Es не viņu можно. sāku uztvert nevis tikai kā likumu vai kā aizliegumu, ko drīkst vai nē. Даже когда Бог говорит что-то, что не надо делать, Pat tad, kad Dievs runā un saka to, ko nedrīkst, дорогие, я вам честно скажу, были в моей жизни вещи, которые я делал, когда я понимал, что точно не надо делать внутри. Я просто знал, что не делает. un es darīju savā dzīvē lietas, ko iekšēji sapratu, ka nedrīkst darīt, bet es tā darīju. И вот сейчас на многим на удивление скажу. Un daudziem par izbrīnu es teikšu, Бог не наказывал меня. Dievs man nenosodīja, Он nesodīja позволял par мне через to. это пройти. Viņš man ļāva iziet caur to. И через это я видел Его благость и Un милость. caur to es ieraudzīju viņa labestību un žēlstību pret mani. Последствия были. Bija sekas. Что-то это стоило мне. Tas man kaut ko maksāja, Даже финансово стоило. pat finansēs man tas Даже maksāja. здоровье моего Un стоило. pat mana veselība Где-то maksāja. отношений моих с женой это стоило. Un tas maksāja arī attiecības ar sievu, Нашего мира. mūsu Или savstarpējo mieru, наоборот, наша ссора из-за этого vai возникает. arī mums savstarpēji bija Но strīdi Бог tādēļ. позволял мне через это Bet пройти. Dievs man ļāva iziet caur to, Иначе, знаете как, не доходит с первого jo раза. savādāk jau nepielēc. И когда ты проходишь, ты понимаешь, что Бог, Он не такой, Он наоборот, Он еще и показывает, как, если бы ты сделал, как бы было. Un es izgāju caur to, un Если бы, то есть, не сделал именно так, ja как я хотел, ja es nebūtu izdarījis tā, kā es gribēju, то как бы было и почему Он tad, меня tad предупреждал. būtu bijis savādāk un kādēļ viņš vispār man И brīdināja. то, что я вижу в Библии о послушании, Un to, ko es redzu Bībelē par давайте я paklausību, зачитаю, вот сейчас Деяние 13:22 прочитаем. Apustuļu darbi 13:22. Вот прочитаем про мужа, который прям угодил Богу во всем. Un izlasīsim par vīru, kurš izdabāja Dievam it visām. Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Un to atmetis, viņš tiem iecēla Dāvidu. Саула, скажи. То это Саула, потому что контекст, чтобы был. Un atmetis Saulu, viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu. Tam viņš arī liecinādams sacīja: es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. Смотрите, ключевое слово. Tātad atslēgvārds. Давайте не будем брать просто имя Давида. Mēs neņemsim vienkārši Dāvidu vārdu. Потому что если мы посмотрим на Давида, он не совсем был во всем. Ja mēs skatoties uz Dāvidu, mēs redzam, ka viņš nebija pilnīgi visā Но просто paklausīgs. давайте посмотрим на то, как на личность, Bet skatīsimies uz viņu kā uz personību, который исполнит kurš piepildīs все хотения мои. visas manas gribas, Это раз. iegribas. Tas ir pirmkārt. И два. Un otrkārt, Я нашел мужа es atradu vīru по сердцу своему. pēc savas sirds. Ну, давайте наоборот. Первое. Pirmais, Я нашел мужа по сердцу своему, es atradu vīru pēc savas sirds, который исполнит все хотения мои. kurš izpildīs visas manas iegribas. И Gribas. тут можно рассмотреть Давида с двух сторон. Tad šeit mēs varam skatīties uz Dāvidu no divām pusēm. Был ли Давид послушен во всем? Vai Dāvids bija it visā Не paklausīgs? ошибался ли он ни раз? Vai viņš nereizi nekļūdījās? Не сделал ли он косяков хуже, чем мы с вами? Vai viņš neizdarīja kļūdas vēl lielākas nekā mēs, Церковь. draudze? Сделал. Viņš kļūdījās. Но почему Бог о нем так Bet свидетельствует? kādēļ Dievs par viņu tā И вот liecina? второй момент, почему мы смотрим на Давида так. Un otrs moments, kādēļ mēs uz Dāvidu tieši tā Его skatāmies, сердце. viņa sirds. Потому что он всем естеством, Jo viņš ar visu savu dabu, даже несмотря на ошибку, pat neskatoties uz savām kļūdām, он искал того, viņš meklēja to, чтобы знать сердце Бога. lai uzzinātu Dieva Вы sirdi. думаете, что Давид не знал, что так делать не надо? Vai tad jūs domājat, ka Dāvids nezināja, ka tā rīkoties То, nedrīkst? что он сделал. Ko viņš izdarīja? Переспал с чужой женщиной, еще убил ее мужа. Pārgulēja ar cita sievu un vēl jau vairāk nogalināja vīru. Этим Ar to его карьера царя и вообще всего должна была закончиться напрочь. ar šo grēku viņa karjerai par ķēniņu un vispār kopumā vajadzēja beigties. Как пророка, как священника, как мужа вообще. Kā pravieti, kā Carā. mācītāju ķēniņu,
kopumā. Напрочь. Viņam vajadzēja pilnībā Но izbeigt šo karjeru. Давид, его сердце, его, понимаете, образ жизни, его образ мышления с ранней зари до поздней ночи, Bet viņa šī domāšana, kad viņš domāja par Dievu no agra rīta līdz vēlam vakaram, это как Tas угодить ему. tas bija kā izdabāt Dievam. А что в сердце Бога? Bet kas tad ir Dievs sirdī? Что Бог хочет, Ko tad Dievs grib? чтобы я сделал сегодня? Ko lai es izdarītu šodien? Давай откроем закон. Atvērsim Он likumu. читает закон, Viņš lasa likumu, и он видит закон. un viņš redz likumu. И там просто как у нас, ну там ладно, папиросы были так, ну давайте мы применим это. Вот черным по белому написано, Тур- делай так. Melns uz baltu ir rakstīts, dari tā. Но Давид, прежде чем делать, делает что? Bet ko Dāvids dara pirms viņš dara? Господи, заповедям Твоим научи меня. Viņš saka, iemāci man, kungs, savus likumus, Баушлюс. На baušļus. латышском, мне кажется, прям так написано. И потом он говорит, откровения заповеди Твоей. Un atklāsmes no taviem likumiem, Baušļiem. baušļiem. Видите? Redziet, То есть он не брал просто тупо букву. viņš neņēma vienkārši šo burtu, Потому что когда Моисей писал букву, jo tad, kad Mūzes для rakstīja кого он burtu, писал это? priekš kā tad viņš to rakstīja? Алло? Для бунтарей, которые непокорны были с твердыми выями. Viņš to rakstīja priekš dumpīgajiem, kuri bija nepakļāvīgi, С твердой шеей. ar ļoti spēcīgu pakausi, Неповоротливой никуда. kur negribēja grozīties ne uz vienu, ne uz otru pusi. Да, видите? Redziet? Понимаете, поэтому Библия, я уверен на 100%, вся богодухновенна. Tāpēc es ticu, ka Bībele visa ir Dieva Но iedvesmota. не все слово можно взять, буквально применить сегодня. Bet ne visu, ne katru vārdu var pielietot to ikdienā burtiski. Но вся Библия Bet visa может Bībele меня научить. var mani iemācīt. Вся Библия может меня исправить. Visa Bībele var mani pamācīt, Nu, ne pārmācīt. Vai ne tā? Может. Var. Но взять и прямо дословно применить не все могу из Bet Библии. burtiski to pielietot savā dzīvē, tas nav И iespējams. есть очень прекрасный пример из Нового Завета, Un ir labs piemērs jaunajā где derībā, Павел говорит Тимофею. kur Pāvils Timotejam Много raksta. классных вещей он говорит Тимофею, Viņš правда? foršas lietas daudz raksta Что Timotejam, пастор должен быть муж одной жены, правильно? kad mācītājiem ir jābūt vienas Хорошо управляющий домом sieva своим. vīram, ir labi jāpārvalda Ты, говорит, savs между nams. прочим, когда придешь ко мне, Un ja tu nāks pie manis, ну так, между прочим, между строк вставил, принеси, говорит, кожаные свитки. tad, kad tu nāks pie manis, atnes man tās ādas vīstokļus. Свитки и филонь, это кожаная была. Вот, филонь, да. Šos vīstokļus un ādas mēteli. Да. Ну, то есть, видите, есть часть, что я беру, Redziet, ir daļa no šiem rakstiem, ko es но мне нечего ņēmu. Павлу отнести. Bet И man куда jau nav нести? ko Pāvilam Вы поняли, atnest. это просто как пример. Redziet, tas ir piemērs. Это я слышал тоже в одной проповеди, где вот так он и употреблял, что для тех, кто говорят, что Библию всю буквально, надо исполнять. Es biju dzirdējis to, ka kāds saka to, ka Bībele visa ir burtiski Так он jāpiepilda. привел этот пример, что невозможно. Un tad viņš minēja šo piemēru, ka tas nav iespējams. Понимаете? То есть это речь идет о Новом Завете. Runa iet par jauno Потому darību. что в Ветхом Завете вообще есть ужасные вещи, которые мы в корне нас посадят в тюрьму, если так сделаем. Un vecajā darībā vispār ir lietas, kur dēļ, ja mēs to darīsim, mūsu cietumā ieliks. Правда? Vai ne tā? А? Око за око, зуб за зуб, да? Acis pret aci, zobs pret zobu. Да. Так вот, драгоценные. Послушание, Tātad šī paklausība в первую очередь, pirmām kārtām, я думаю es domāju и верю, un ticu, что начинается с момента любви. tā sākās no mīlestības. То, что мы начали говорить в начале. Tas, ko mēs sākumā runājām, Знаете, есть вещи в моей жизни, ir lietas manā dzīvē, в которых моя жена, kur man sieva она реально продемонстрировала мне demonstrē man, то, как она любит. kā viņa mīl.
Есть вещи, которые, допустим, я ей спрашиваю уже спустя года. Ir lietas, kuras gadiem ejot, esmu viņai А jautājis, почему ты так делала? kādēļ tu tā darīji. Она говорит, потому что я любила. Viņa teica tādēļ, ka Ну, es тут я mīlēju. подкапываюсь к слову, конечно. Un tad jau es piesienos pie vārdiem mīlēji Любила? vai mīlēji. Ну, в прошлом якобы, Ну, да. pagātnē. Больше не любишь? Vai tad vairs nemīli? Ну, нет, ну, я ж не так думала, я просто о прошлом говорю. Nu, nē, es vienkārši Ну, я par pagātni подкапываю чуть-чуть, runāju. да. Ну, вы понимаете, да? Так вот, видите, и я реально вот вижу, что человек готов жертвовать собой, Un es redzu to, ka cilvēks bija gatavs ziedot sevi. и я скажу так, человек готов жертвовать собой ради другого Cilvēks ir gatavs ziedot sevi cita dēļ, по двум причинам. divu iemeslu dēļ. По двум причинам. Потому что он сильно любит, и Jo он viņš умирает для ļoti себя. mīl, aizliedzot sevi, Или он огромный эгоист и вытащит из этого все равно свою выгоду. vai arī viņš ir ļoti milzīgs egoists, kurš tik un tā izvilks sev labumu no tā Человек visa. готов от чего-то отказаться, Cilvēks ir gatavs no kaut kā atteikties, чтобы впоследствии что-то поиметь от этого человека. lai no такое я видел. šī cilvēka beigās kaut ko izvilktu. И такое я видел. Un arī tā es esmu И так люди redzējis. поступают. Un tā arī cilvēki Такие rīkojas. хитрые, знаете, люди. Viņi ir viltīgi. Они все, душа, доброта, все. Но потом ты заплатишь за это. Viņi ir labās dvēseles, bet pēc tam tu par to samaksāsi. Разве не тактика дьявола это? Vai tā nav vēlna Он тоже taktika? так. Он дает, а потом надо дорого платить за это. Viņš dod, un pēc tam tu samaksā ļoti Так dārgi вот, par to. послушание, дорогие, Tātad paklausība, это начинается все с любви. tas viss sāks no Ты mīlestības. будешь готов послушаться Tu būsi gatavs тогда, paklausīt, когда ты любишь. tad, kad tu mīli. Если ты не любишь, Ja tu nemīli, ты даже где-то сделаешь и исполнишь, un просто tu arī izdarīsi, tu izpildīsi, чтобы сохранить свое лицо. tikai lai saglabātu savu Ну, я ж seju, правильно делаю. es Как taču это esmu я, чтобы не ну, типа pareizs якобы, citu acīs, kā tad es izdarīšu, ne tā kā. Да, я вспоминаю где-то свои моменты молодости, Un es atceros savus jaunības brīžus, где я был не согласен kur es с nepiekrītu моим вторым пастором. ar savu otru Я mācītāju, просто тупо делал это. bet es vienkārši darīju. Вторым. Ты не слышишь? Я же говорю вторым. Ar otru Да, mācītāju. где я просто делал, Es vienkārši а darīju, внутри не понимаешь, почему. bet iekšēji es nesapratu, kādēļ man Дорогие, jādara. да, бывают моменты. Jā, bija Не, momenti, бывают, ir momenti, когда послушание kad paklausība не требует понимания. tā neprasa Но saprašanu, видите, обратно, дорогие, bet я думаю, что skatoties, самое главное внутреннее состояние, kad iekšējais cilvēks когда ты не stāvoklis, понимаешь, tad, kad tu nesaproti, но ты доверяешь. bet tu vienkārši Знаешь uzticies. почему? Ziniet, Не kādēļ? просто по букве, Ne tikai, но lai потому что burtu ты чувствуешь, izpildītu, что так надо. bet tu jūti, ka tā vajag. Но когда тебя заставляют, Bet tad, kad tev piespiež, ломают, kad tevi ты lauž, обязан, tev vajag to darīt, Pienākums. tev ir pienākums ты to это darīt. делай. Un tu to dari. Но знаете, я думаю, это вот притча про двух сыновей, помните? Un tā ir līdzība par diviem dēliem. Отец говорит, пойди и сделай то и то. Помните Tad, эту kad притчу? tēvs saka, ej un izdari to un to, Но так и не сделал. bet pirmais tā arī А neizdarīja. второму говорит, пойди, сын, сделай. А тот, нет, не пойду, почему я? Вот это у меня мои сыновья так вот, да. Папа, пускай Габриэль, нет, пускай Филиппа, почему я? А я больше кучу собрал, тот меньше кучу собрал. А папа, пускай он соберет. Вчера так было. Всё, Un его. otrais dēls saka, nē, es to nedarīšu, kāpēc man tas jādara, lai viņš to dara tā, kā to dara manējie dēli. Да, я больше кучу собрал, а он Es мне... lielāku kaudzi savācu, Земли, да? par zemes kaudzēm iet Да, runa. да. А говорит, почему папа так несправедливо? Nē, tēt, tas nav taisnīgi. Он забрал маленькую кучу, мне оставил большую. Viņš savāc mazo kaudzīti un man atstāja lielo kaudzi. И он говорит, но впоследствии, Bet sekas не впоследствии, pēc tam, pēc tam, тот покаялся tas otrais, viņš tā kā Pašo. nožēlo to, и сделал. iet un izdara. Так кто Tātad kurš был
послушным. Kurš tad bija paklausīgs? Видите, он не хотел слушать. Redziet, viņš negribēja У klausīt. него был бунт внутри. Viņam bija šīs А почему я? Пускай идет старший. dumpis iekšā, kāpēc es, lai iet vecākais, Или наоборот. vai ir otrādi. Это несправедливо. Tas Вчера я вез дрова. nav taisnīgi. Es vakar vedu malku. Правда, да? А он не вез, а я говорю, а ты сегодня привези тоже. Нет, это несправедливо, я уже вчера вез. Kad iet strīdi par to, kurš ir malku vedis vai vedījis. Но впоследствии покаялся и что-то, знаете, переосмыслил, подумал. Bet beigās tā apdomā, Подумал в своей голове. padomā savā galvā, Я пойду и сделаю. iet un izdara. Папа же просил. Tētis taču palūdza. Я люблю папу. Es taču mīlu tēti, Пускай сердце его радуется. lai viņa sirsniņa priecājas. Видите, это состояние. Redziet, tas jau ir sirds stāvoklis. И я это вижу в своих сыновьях. Un es to redzu savos dēlos. Он не хочет. И... Viņš negrib un tādā veidā iet. Вот смеется там, да. Узнает себя, узнает. Viņš sev pazīst. Наколись. И пошел. Да, и пошел недовольный. Iet neapmierināts. Он делает, все нормально. Viņš dara, Но я-то вижу, с каким отношением. bet es redzu šo Эту attieksmi. тачку заезжает, вываливает, и так все оставляет. Ķeru vienkārši iestum, izber ārā un atstātā. А другое совсем отношение, когда говоришь, он, ну как-то нет вот ни споров, ничего, он идет, и даже приходишь уже сложены, дрова в кочегарке, все красиво. Un otrs ir to, kad to dara tā labprātīgi un pat vēl sakrāmē to malku. А тем более, если мороженое пообещаешь, да? Un vēl jau vairāk, ja tiek apsolīts Или saldējums, купаться ехать надо. vai arī peldēties varēs Ну, braukt. знаете, да? Вот эти, нет, конечно, мотивация, то есть, давайте так скажем, с нашей стороны, со стороны родителей тоже важна. Protams, ka motivācija no vecāku puses ir nepieciešama. Бог тоже Аврааму говорит, смотрите, вот вам реальный пример. Un Dievs arī Ābrahamam saka, tas ir reāls Оставь piemērs. дом отца твоего. Atstāj savu tēva namu. Давайте, дорогие, зачитаем 3 вещи, которые Бог ему говорит оставить. Nolasīsim šīs 3 lietas, ko Dievs viņam saka atstāt. Бытие, 12 глава. Tas ir 1. Mūzes 12. И nodaļa. сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей родства твоего 2, и из дома отца твоего 3. Un tas kungs sacīja Ābramam, 1. izej no savas zemes, 2. no savas cilts un 3. no savām tēva mājām. И сразу Бог ему взамен дает, смотрите, что? Un Мотивация, да? ko Dievs apmaiņā dod, kādu Еще motivāciju? раз, пойди с земли твоей, Izej no savas zemes, я дам тебе землю. es tev došu Землю, zemi. которую я укажу тебе, то есть. Zemi, kur es tev rādīšu. Видите, он говорит оставить землю, а Viņš другую saka, дает взамен. Atstā savu zemi, es tev došu zemi apmaiņā. От родства твоего No 2. cilts, И произведу от тебя великий народ. un es no tevis izveidošu šo cilti Да, и из дома отца твоего. un no savām tēva То есть вы mājām. понимаете, что это значит? Un ziniet, ko tas nozīmē? Вообще все, порвать все с этим, все. Tas ir pilnībā saraut visas saites. Это и отказаться от фамилии, от всего. Tas ir atteikties no uzvārda un no visa Ну, pārējā. родство, вы слышите, родство. No cilts. Вот это так вот взял я и уже не Костелеба сегодня. Un tu paņem un tu vairs neesi kosteļeba. И все последующие после меня уже не Костелеба. Un visa nākošā paudze arī vairs nebūs Это Бог kosteļeba. так говорит Аврааму. Tā Dievs saka Заметьте, Ābrahamam. от родства твоего, Viņš saka no savas cilts, из дома отца твоего. no savām tēva mājām, Землю, которую я укажу тебе. uz zemi, kur es То tev есть это rādīšu. полностью все поменять. Tātad tas nozīmē pilnīgi visu samainīt. Чуть-чуть ремарочка. Un iespraudums. Это есть прообраз того, что когда мы приходим ко Христу, это вот другая земля, другое имя, другая фамилия, другое место жительства, да? Un Понимаете? tas ir tad, kad mēs nākam pie Kristus, tad mums tiek dota cita zeme, Мы cits оставляем старую īpašums. жизнь. Mēs atstājam savu veco dzīvi. Мы оставляем... Давайте так. Почему Бог попросил этого Авраама? Kādēļ vispār Dievs prasīja tādu Потому что- lietu Ābrahamam? Отец Авраама был жрец высокого ранга. Jo Ābrama tēvs bija burvis.
Да, а он был первородный, и по наследству он должен был продолжать заниматься тем, что делал его отец. Un Ābrams, viņš bija pirmdzimtais, un viņam vajadzēja turpināt savu tēva amatu. Поэтому многие теологи утверждают, что именно поэтому Авраам так легко мог слышать Бога. Он знал духовный мир. Он Un знал tāpēc законы daudzi духовного мира. teologi apgalvo, kādēļ Ābrams tik viegli varēja dzirdēt un saprast Abrahams, Dieva balsi. Ābrahams. Да, это ничего, что тут еще не так. Так вот, видите, три вещи он говорит. Tātad šīs trīs lietas, ko viņš saka. Землю, которую укажу, Uz zemi, kuras tev великий rādīšu, народ, būs liela tauta, благословлю тебя. es tev И svētīšu смотрите, что он говорит. И возвеличу имя твое. un darīšu lielu Видите? tavu То есть vārdu. то, от чего он должен отказаться, Viss, no kā viņam nācās atteikties, Бог все дает взамен. Dievs viņam visu iedeva В apmaiņā. миллион раз больше. Miljons reižu vairāk. Вы согласны? Потому что по сей день, пока каждый новый верующий обращается, это сын Авраама. Jo tagad katrs, kurš atgriežas pie Dieva, tas kļūst par Ābrahama dēlu. Вот и все. Поэтому обетование Божие, оно вечное. Tādēļ Dieva apsolījums tas ir mūžīgs. Окей, пошли дальше. Так. Так вот, видите, Авраам послушался. Tātad Ābrahams, viņš paklausīja. Да, Авраам послушался, не понимая, Ābrahams, viņš paklausīja, kaut gan nesaprata не neko. разумел, куда идет. Viņš vienkārši nesaprata, kur viņš iet, Но он послушался. bet viņš paklausīja. Он просто доверился. Viņš vienkārši Он uzticējās. просто, я бы сказал, тупо доверился. Viņš vienkārši akli paklausīja. Просто вслепую Viņš доверился. vienkārši akli Давайте uzticējās. будем честными. Būsim Мы godīgi. сегодня утром как раз с женой говорили, Mēs šorīt ar sievu runājām, кто так доверяет Богу из нас? kurš tik ļoti uzticas Dievam. Да, честно, дорогие, мы так не доверяем. Godīgi mēs neusticamies. Мы так не доверяем. Mēs tā Не, neusticamies. бывают, конечно, я согласен, 100%. Jā, protams, gadās. Есть, в моей жизни есть прям такие конкретные ситуации, Manā dzīvē ir bijušas konkrētas где situācijas, я точно знал, что вот так и все, и я просто делал это, не понимая вообще ничего. kad es zinu, ka man tas ir jādara, kaut gan es neko nesapratu, Особенно, когда kādēļ это man касается jādara. денег. Ja it īpaši tas skāra naudu, Отдай 300 евро. atdod 300 eiro un tu tā apjūts. Но ты просто делаешь, потому что знаешь, что так надо. Bet tu vienkārši akli dari, jo tu zini, kad ir jādara. Знаешь, что так надо и точка. Tu Всё. vienkārši zini, ka tas ir jādara un punkts. Понимаете? Ну вот, потом приходит результат только. Un tad nāk rezultāts. Так вот, поэтому я повторюсь еще раз. Tādēļ es vēlreiz Послушание atkārtošos. начинается с любви. Paklausība tā sāks no mīlestības. С любви к тому, No то mīlestības есть нет, pret to, послушание к тому, которого ты любишь. mīlestība pret to, kuru tu mīli. А когда ты любишь, Bet tad, kad tu mīli, ты узнаешь это сердце, tad tu эту личность, uzzini un izzini šo sirdi, šo personību, чтобы угодить, lai izdabātu viņam, чтобы порадовать. lai iepriecinātu. Не потому, чтобы восполнить свои пустоты какие-то, Lai ne tādēļ, lai tikai piepildītu savus tukšumus, но потому что ты... Ну, давайте вспомним молодость. nu atcerēsimies taču jaunību. Мы когда едем в Вайнёде, Kad mēs braucam uz и Vaņodi, со мной едет мой двоюродный брат, ar mani brauc kopā mans brālēns, сын Светланы, Юры, вот там сидят они. Svetlans un Jurija dēls. Так он вспоминает постоянно, каждый Viņš раз. tāpat stāvīgi atceras. Помнишь это место? Atceries šo vietu? Тут мы твою Яву пешком домой толкали. No šīs vietas mēs tev jāvo ar kājām stūmām mājās. Но я был обезбашенный Bet es biju kā bez prāta ради нее. viņas dēļ, Но я же не дурак. bet neesmu jau Я же muļķis. понимал, если что-то случится, одному толкать неохота. Надо брать брата двоюродного с собой. Ja kaut kas notiks, tad negribās vienam stumt, tāpēc ņēmu līdzi Я brālēnu. придумывал все, что угодно, лишь бы увидеть ее. Es izdomāju da jebko, lai tikai viņu Без ieraudzītu. прав, без номеров. Bez tiesībām, bez numurzīmēm. Это было очень давно, Tas bija уже, ļoti sen, уже не считается. tas vairs Ну neskaitās. да, в то время просто по-другому вообще все работало как-то. Полиция не была так активна, не ездили так, не ловили так. Tajā laikā policija tik ļoti neķēra, Мы un это знали, этим tā bija пользовались. vieglāk. Un es to zināju, un es to izmantoju. И ехали по кустам, по куда-то, знаете, по таким дорогам. Caur krūmiem un taciņām Сегодня это braukājām. уже настолько невозможно. Nu, И не šodien jau надо, tas если ir честно. neiespējami un nevajag. Я как вспоминаю, что я делал на мотоцикле, так кажется, Боже,
Слава тебе, что ты сохранил, Un что tad, kad жив es еще. atceros, ko es jaunībā darīju ar to braukājot ar motociklu, tad es saku Сегодня paldies смотришь- Dievam, ka viņš man sargāja. Сегодня смотришь на детей, как они на велике едут или на скутере и уже... А Šodien сам как skatoties вспоминаешь, uz что bērniem, делал. kā viņi brauc ar velosipēdu vai arī kā skūteri un saķer galvu, bet pats tajā laikā Да. Так darīja вот, daudz sliktāk. ладно. Видите, любовь, дорогие. Tātad mīlestība, Из-за любви mīlestības ты dēļ, готов на вещи, которые ты бы не сделал в другой ситуации. tu esi gatavs uz lietām, kuras tu citās situācijās nebūtu gatavs darīt. Видите, и послушание – это состояние сердца. Tātad paklausība, tas ir sirds Это состояние stāvoklis. моего сердца по отношению к другому. Tas ir mans sirds stāvoklis attiecībā pret citu И давайте cilvēku. посмотрим, дорогие, вот что такое непослушание. Un брата. skatīsimies, ko nozīmē nepaklausība. Вот просто маленькие моменты. Tātad mazs moments. Римлянам 5:19. Romiešiem 5, Ибо 19. как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Jo kā ar vienu cilvēka nepaklausību neskaitām kļuvuši grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēku paklausību neskaitām kļūst taisni. Видите, тут речь, конечно, идет об Адаме и Иисусе. Šeit, protams, runa iet par Ādamu un Jēzu. Первый Адам и второй Адам, помните, Pirmais да? Ādams, otrais Ādams, Но я хочу atcerieties. вам сказать, дорогие, Bet es vēlos jums что teikt, послушание ka paklausība или непослушание, vai arī nepaklausība, оно в какой-то мере, как по каким-то, я бы так сказал, духовным законам все равно передается. tā tiek nodota kaut kādiem garīgiem Видите, likumiem. вот тут прямо видно. Šeit ir redzams, Видите, то есть, что вот та природа непослушания, ka šī dabīgā nepaklausība, которая была в Адаме, kas bija Ādamā, она есть и в нас. tā ir arī mūsos. То есть тоже непослушание, которое мы сегодня проявляем, допустим, к своим родителям, или к пастору, или к лидеру, или к Богу, Tā nepaklausība, kuru mēs šodien izpaužam pret saviem vecākiem, vai pret mācītāju, vai pret līderiem, vai arī pret Dievu, мы обязательно его будем пожинать. Если mēs noteikti šo nepaklausību arī не исправим nopļausim, это вовремя. ja mēs to laicīgi neizlabosim. Это просто духовный закон. Un tas ir tas garīgais likums. И также к послушаниям Tātad paklausība arī, она приобретает как-то, знаете, вот, ну, как бы такое вечно длительное последствие. šī paklausība rada tādu mūžīgu, tādu secīgu sekas, Da. mūžīgas secīgas sekas. Да, мы видим в этом стихе. Mēs to redzam šajā pantā. И я уже не раз проповедовал об этом, что, помните, Авраам, Un vairāk kārtīgi es esmu sludinājis par to, ka Ābrahams, когда он второй раз отдает свою жену другому царю, tad, kad viņš otro reizi jau atdod savu sievu ķēniņam, царю Герарскому, Gerārs vai Мне кажется, Gehazas да, да. ķēniņam, его сын Исаак еще не был рожден. viņa dēls Īsāks vēl nebija dzimis, И когда Исаак рождается, un tad, kad Īsāks dzimst, piedzimst, короче, много лет, caur daudziem gadiem, он делает то же самое. pēc daudziem gadiem viņš dara to Он pašu. также отдает свою жену. Viņš tāpat atdod savu И sievu, угадайте, кому? un uzmaniet kam? Тому же самому царю. Там pašam ķēniņam. Разве это не является прямым прообразом? Да, тому же царю, да. Хотите, найду? Хотите, покажу вам? Сейчас? Давайте. Ķēniņš bija vecs noteikti. Да. Сейчас посмотрим. Это Бытие. Tas ir pirmā Сейчас найду Mūzes. я. Сейчас, секундочку, мне надо чуть-чуть. Так, это, мне кажется, какая-то 20 что-то. Давайте вы тоже ищите. Meklējiet jūs arī. Да, вот он. 20 глава, я нашел. 20. nodaļa. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, взять Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне. Все, тут остановимся. То есть он предупредил его, отдай жену. No turienes Abrahams devās uz Negeba apgabalu, kur apmetās dzīvot starp Kedemu un Šūru un uzkavējās kā svešinieks Gerarā. Un Abrahams sacīja, ka viņa sieva Sāra esot viņa māsa, tad Geraras ķēniņš
Abimelecs sūtīja un paņēma viņu, bet Dievs naktī parādījās Abimelecam kādā sapnī. И сказал, чтобы вернул Сару мужу. Un viņš teica, ka lai viņš atdod Sāru savam vīram. И он это делает. Un viņš to dara. Бог его благословляет, Dievs viņu svēta. исцеляет Dziedina. царя Авимелеха. Dievs dziedina Abimelehu Вот šo 21, ķēniņu. и вот 21 глава Un сразу. 21. И nodaļa. презрел Господь на Сару и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. Bet tas kungs Sāru piemeklēja, kā viņš to bija teicis, un tas kungs darīja Sārai, kā viņš bija pavēstījis, un Sāra tap grūpt un dzemdēja dēlu Abrahamam vecam esot. Ну и нарекли ему имя Исаак, да? Un viņa vārds bija Īzāks. Да, давайте сейчас найдем дальше. Iesim tālāk. 26. Все, да. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому в Герар. Bāds bija izcēlies tajā zemē pēc pirmā bada, kas bija bijis Ābrahama laikā, un Īzāks nogāja pie Abimelecka filistiešu ķēniņa uz Gerāru. Так. Сейчас. Там Бог ему дает обетование и так далее. Tur Dievs viņam deva apsolījumu. И 6 стих. Исаак поселился в Гераре. 6 Un стих. Īzāks dzīvoja Gerārā. Жители места того спросили о жене его. Он сказал: это сестра моя, потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня, думал он. Жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Tad tās vietas iemītnieki vaicāja par viņas sievu, un viņš atbildēja, tā ir mana māsa, jo viņam bija bailes sacīt mana sieva, lai pilsētas vīri nenokautu viņu Rebekas dēļ, jo tā bija skaista. Да. Видите, я просто, кто-то так удивился, поэтому я зачитал. Мы тратим на самом деле время, я просто хочу вам что показать. Šeit kāds no jums pabrīnījās, bet es tāpēc gribēju pierādīt, bet kādēļ es to saku? Вы увидели, да? Jūs redzējāt, Что Авраам делал то же самое с тем же царем. un kad Abrahams viņš darīja tieši to pašu atdodot šim И ķēniņam, его сын, еще не родившись, un не viņa родившись, dēls, kurš vēl nebija dzimis tajā laikā, сделал то же самое. izdarīja tieši to pašu. В том же самом месте. Tieši tajā pašā С vietā, тем же самым царем. ar tieši to pašu ķēniņu. Разве не это прямое доказательство того, как, давайте скажем, грех, я бы назвал это грехом, свою Vai tad жену tas отдать nav другому. tieši pierādījums to, ka tas ir grēks atdot savu sievu citam? Давайте идем дальше. Iesim tālāk. Что сделала Ревека впоследствии Ko Rebeka izdarīja с Исааком? ar Īzāku? Давайте, думайте, читайте Библию. Nu, padomājiet, Что ko она tad viņa сделала? izdarīja? Ko Rebeka izdarīja ar Īzāku? Жестоко обманула его. Ļoti viņu piemānīja. То есть он из-за своего блага No savas labestības поставляет свою жену, viņš nodod savu sievu, она потом обманывает его, pēc tam sieva māna vīru, делает кушанье, veids, одевает в одежды брата, pagatavo ēdienu, apģēr brāļa drēbes, Apmāna otram otca. brālim, apmāna tēvu Īzāku, Иаков убегает впоследствии. Jēkabs mūk prom. Это жестоко, скажите? Tas ir cietsirdīgi. Это сравнимо вообще вот то, что сделал Иаков, то есть Исаак, и потом, что делает с ним Ревека с Иаковом? Vai to vispār var salīdzināt, ko Īzāks izdarīja pret Rebeku un ko beigās Rebeka Жестоко, izdarīja когда pret сама Īzāku? собственная жена с сыном сговорились, чтобы обмануть мужа и отца. Tas taču ir cietsirdīgi, kad māte ar dēlu sarunā, lai nenormāli apmānītu tēvu. А потом, что делает сыновья с Иаковом? Bet ko tad izdara Jēkaba Еще хуже. Jēkaba dēli? Viņi Еще izdara хуже. vēl ļaunāk. Они приносят даже одежду и закололи животное, напролили кровь. Наверное, его съело животное. Viņi, И Иосифа, viņi помните? pārdeva Jāzepu un nokāva
dzīvnieku un iemērcēja Jāzepa drēbes Заметили? asinīs un teica, ka noteikti viņu ir apēdis kāds dzīvnieks. Как грех и ложь Redziet, kā grēks un meli, набрала высоту. viņi uzņēma augstumus. И только на 4. роде Un tikai 4. Josif paudzē Jāzeps прекращает все. to visu pārtrauc. Авраам, Исаак, Иаков. Abrahams, Īzāks, Jēkabs un Jāzeps. Как там написано? Kā tur И ir teikts? проклят будет до 3-4 рода не любящий Господа. Tie, kas nemīl Dievu, tie tiks nolādēti līdz 4. paudzei. Если ты любишь, ты доверяешь. Bet ja tu mīli, tad tu Нет, uzticies. конечно, я не хочу сейчас построить теорию, что Авраам не доверял. Es negribu tagad šo teoriju izveidot to, ka Abrahams viņš Doверял. neusticējās. Доверял. Viņš Но были uzticējās, сферы в его bet жизни, bija šīs dzīves sfēras, где он не доверял. kur viņš neusticējās. У нас так бывает? Vai mums tā ir? Есть сферы, где мы определенно Богу на все 100 доверяем. Правда? Ir mūsu dzīvē sfēras, kur mēs uzticamies Dievam uz visiem 100%. А есть сферы, где мы еще буксуем. Bet ir sfēras, kurās mēs vēl Эти buksējam. драгоценные, мы возвращаемся обратно к тому. Mēs atgriežamies atpakaļ pie tā. Послушание Paklausība из-за любви. mīlestības dēļ. Если я послушаюсь, это потому, что я доверяю. Ja es paklausu, tas nozīmē, ka es uzticos un mīlu. Непослушание Un всегда nepaklausība приводит tā vienmēr к vedīs развитию более великих вещей. Пе- Ну, в худшем случае. vēl lielākām, sliktākām lietām. Дорогие, поэтому наша задача Tātad mūsu uzdevums быть послушными ir būt paklausīgiem из-за любви. mīlestības Это dēļ. искать Отца, Un tas ir meklēt tēvu, искать Его сердце, meklēt viņa Его sirdi, волю. viņa gribu, чтобы знать, как угодить. lai zinātu un izzinātu, kā viņam Не izdabāt. так, как я думаю, как я понимаю. Nevis tā, kā es to domāju, Не vai так, es to не saprotu, так, как вот просто tupо в Библии прочитал. un ne tā, kā vienkārši burtiski Bībelē Я izlasīju. такие ошибки делал сотни раз. Es simtiem reižu esmu darījis tādas Можете kļūdas. спросить у моей жены. Varat jautāt manai sievai, Написано! es saku, ir Nu, bet rakstīts, написано. bet ir taču rakstīts, Ведь так сказано. ir tā teikts. Иисус сказал. Jēzus tas tā Знаете, teica. как правильные верующие Ziniet, цитируют. kā pareizie ticīgie citē Bībeli? К сожалению. Diemžēl. Поэтому я изучаю эту тему. Es studēju šo tēmu. Давайте 1 Петра 1:22. 1. Pētera 2:27. Послушанием истине через Духа. 1 Петра 1:22. 1.22. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļa mīlestību. Стоп, стоп, стоп. Послушанием истине через Духа. Klausot patiesībai caur garu. Да. Видите? Redziet, Невозможно nav iespējams быть послушным. būt paklausīgam duha. bez gara. А если мы просто, давайте просто вот так подумайте, дух человека. Tātad cilvēka gars. То есть, смотрите, это должен участвовать, ну, тут с большой буквы, Дух Божий, понятно, да? Šeit ir rakstīts ar lielo No. burtu, tas nozīmē Dieva gars. Если мы говорим на уровне человека, Ja mēs runājam cilvēku līmenī, смотрите, знаете, такое говорят, когда он дух и душу вложил туда. Есть такая пословица, ir да? tāds teiciens, kad es garu un dvēseli ieliku То tur есть он iekšā. делал что-то, он сделал из дерева что-то, но он дух и душу туда вложил. Viņš kaut ko izveidoja no koka, un viņš tajā ielika garu un Ну, dvēseli. неважно, нарисовал картину и дух и душу туда вложил. Vai arī uzzīmēja kādu Понимаете, о чем это? gleznu, un tas bija ķipa no gara un dvēseles Это izdarīts. всего себя. Tas ir no sevis Настолько visa. любит то дело, что делает, что он всего себя туда вкладывает. Ka viņš tik ļoti mīl šo darbu, ka viņš tur visu sevi ielika. Видите? И именно так послушаться Богу возможно только духом, Un tādēļ paklausīt Dievam var tikai no gara, в духе garā или Духом Святым. vai caur svēto Потому что garu. только Он знает глубины Божьи. Jo написано. tikai viņš zina šos dziļumus. И прочитай еще раз на латышском, классно сказано, на русском нет такого. Šķīstījuši. Savas dvēseles Всё. šķīstījuši. Видите? То есть для того, чтобы знать, что Дух или Бог хочет, Lai zinātu to, ko Dievs grib, что надо сделать? kas ir jādara? Душу очистить. Vajag šķīstīt dvēseli, Откинуть свои парадигмы. vajag atmest visas savas
Paradigmas. paradigmas, Tā arī ir, jā. Свои стереотипы. Давид. David. savus stereotipus, Свои какие-то, не знаю, как еще назвать, твердыни. savus tos cietokšņus, То есть то, что нам передали, tas, kas mums tika то, как нас nodots, научили. tas, kā mums iemācīja. Есть вещи, которые хорошие, Ir lietas, kas ir labas, но есть много вещей, bet ir daudz которые lietas, сегодня нам очень мешают kas mums видеть šodien ļoti traucē Boga. redzēt Dievu в истине, patiesībā, в чистоте. šajā tīrībā un Еще раз šķīstībā. Еще раз читаем. Послушанием истине. Klausot patiesībai, У тебя не так. klausot patiesībai. Есть такое, да? Savas dvēseles šķīstījuši, Jā. klausot Vidite. patiesībai. Очистив души свои Ja mēs attīram savas dvēseles послушанием истине. paklausībā patiesībai, Видите, вот что. Чтобы ты мог послушаться истине lai tu varētu paklausīt patiesībai в духе, garā, надо очистить душу. vajag šķīstīt dvēseli. Если ты с этим сам не справляешься, Ja tu pats netiec galā ar to, найди человека, который тебе в этом tad поможет. atrod cilvēku, kurš tev tajā palīdzēs. Иначе ты там же и застрянешь. Jo savādāk tu tajā arī iestriksi. Между прочим, дорогие, видите, у нас, я просто не дочитал до конца. Давайте я зачитаю весь стих. Izlasīšu visu pantu. Послушанием истине через Духа очистив души ваши. Вот оно. Нет, то же самое. Только у вас начинается, у нас в конце, у вас в начале. То же самое. Ну как? Послушанием истине через... Да. Но я не дочитал еще. Я именно контекст этого, да. Видите, то же самое. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши. Tātad šķīstījuši dvēseles, klausiet patiesībai. О, вот оно. И потом, конечно, идет уже от чистого сердца. Uz neliekuļot brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Как любить брата, Tātad kā mīlēt brāli? очистив душу? Tu vari viņu mīlēt, ja tu Как šķīstīji dvēseli. угодить Богу, любить брата, Kā izpatikt Dievam mīlot brāli, очистив душу, tad, kad tu šķīstīji dvēseli, зная истину. zinot patiesību. Истину не ту, которую мне навязали. Ne to patiesību, kuru man uzsēja, Истину не то, как я сам ее ne понимаю, to, kā es pats to izprotu, а истину, какая она в оригинале истина. bet patiesība, kā tā ir oriģināla. Дома бы моя жена задала мне вопрос. Mājās man sieva man deva jautājumu, Откуда ты знаешь самую главную истину, что это истина? no kurienes tu zini, ka tā patiesība ir tā patiesība? Она заставляет меня вот такие проповеди создавать. Viņa man liek šīs svētrunas tādas Потому veidot, что она задает правильные вопросы, которые заставляют меня вникать и изучать. jo viņa man uzdod šos pareizos jautājumus, kas man liek domāt Когда у меня нет dziļāk. ответа, Tad, kad man nav atbildes, я обязан копать. man ir pienākums rakt, И поэтому я нахожу эти ответы. un es atrodu šīs atbildes. И это хороший вопрос, на котором мы закончим, и я обязательно его дам в другой уже проповедь. Un tas ir labs jautājums, uz kur man ir atbilde, un to es atbildēšu citreiz. Понтий Пилат задал вопрос Иисусу. Poncijas Pilāts, viņš Что uzdeva Jēzum jautājumu, Есть истина. kas ir На patiesība? этом закончим. Un ar to beigsim. Давайте еще один стих, и тогда аминь. Un viens pants, un amen. Филиппийцам 2:8. Filipiešiem 1:8. 2:8. 2:8. Смирил себя. Раз. Быв послушным даже до смерти. 2. И смерти крестной. 3. Un cilvēka kārtā būdams viņš pirmkārt pazemojās, otrkārt kļūdams paklausīgs līdz nāvei un treškārt līdz pat krusta nāvei. Да. Это, дорогие, о чем речь идет. Un par ko iet runa? Чтобы стать послушным, Lai būtu надо paklausīgs, себя смирить. vajag sevi До samierināt. смерти это умереть для себя. Līdz nāvei tas ir nomirt sev, Смерти крестной līdz krusta nāvei. это, ну, конечно, дорогие, понятно, мы на крест не пойдем. Nu, protams, ka mēs jau pie tā krusta paši Но neiesim, распять себя bet sevi это, piesist krustā, то есть свою плоть, дорогие, tas nozīmē savu свое miesu, я.
свое эго. savu ego, savu es. Смотрите, с грехом разбирается кровь Tātad ar grēku tiek galā asinis, Иисуса, кровь Иисуса. Jēzus asinis. С болезнями, немощами раны Иисуса. Ar slimībām un vājībām tiek galā Как Jēzus написано, ранами rētas. его вы исцелились. Ir teikts, ka viņa rētās mēs esam dziedināti, С плотью разбирается крест. un ar miesu tiek galā krusts. Плоть. Да? На кресте. Miesa tiek krustā sista. Моя плоть, натура, греховная, Mana grēka daba tiek krustā sista. бунтарская. Mana Dumpīgā. dumpīgā daba tiek Вот. krustā sista. Дорогие, понятно ли вам Vai всё, jums ir что я сегодня skaidrs, сказал? ko es jums šodien teicu? Не запутал? Vai es jūs nesapinu? В общем, даже если вы ничего не поняли, Un pat ja jūs neko nesapratāt, и сделаю, знаете, как скажу? teikšu tā. Скажу так легко, чтобы вам запутаться даже с помощником было невозможно. Es jums pateikšu tik viegli, lai jūs sapītu, pat ar Нет, даже с помощником вы бы не запутались. palīgu jūs Ну, есть люди, nesapītos. которые особо помогают запутаться. Ir cilvēki, Помощники называют. kuri kā palīgi vēl vairāk palīdz Так, даже sapīties. чтобы вы с ними не запутались. Un pat ar viņiem, lai jūs nesapītos. Хочешь быть послушным? Ja tu gribi būt paklausīgs, Люби. tad mīli Ищи его сердце. un meklē viņa sirdi. И ты не промажешь. Un tu neaizšaus garām. Аминь. Давайте помолимся. Lūksim. Аллилуйя. Спасибо тебе, папа. Paldies, Tev, Tēvs. Спасибо, папа, что ты открываешь свое сердце все больше и больше. Paldies, ka Tu atver savu sirdi vēl vairāk un vairāk. Что ты не наказываешь. Ka Tu mūs nesodi, Ты позволяешь нам пройти через эти процессы непослушания, bet Tu ļauj mums iziet caur šiem nepaklausības procesiem, чтобы мы научились lai быть mēs послушными. iemācītos būt И ты paklausīgi. никогда не бьешь нас сразу резко, Un Tu mūs uzreiz nesāc sist, но ты даешь возможность. bet Tu mums dod И своей iespēju. великой любовью Un ar savu lielo mīlestību покрываешь. Tu mūs apklāj, оберегаешь, apsargā, защищаешь aizsargā и научаешь. un iemāci. Спасибо тебе за это. Paldies Tev par to. Аминь. Amen.